На отчетно-выборной конференции Якутского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления новым председателем выбран Альберт Никандрович Семенов, председатель Якутской городской думы, член Центрального совета ВСМС, член Совета по местному самоуправлению при президенте Российской Федерации. В ходе отчетно-выборной конференции был избран новый состав регионального совета, президиума и региональной контрольной ревизионной комиссии ЯРО ВСМС. Главной целью деятельности Всероссийского совета местного самоуправления является обеспечение условий, при которых каждый человек будет иметь реальную возможность влиять на процесс выработки решений органами местного самоуправления. ВСМС был и остается общественной организацией. 31 мая 2021 года Всероссийскому совету местного самоуправления исполняется 15 лет. После заседания Якутского регионального отделения состоялось общее собрание Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Якутии. Единогласно избран председателем Альберт Семенов. Для меня это большая ответственность. Нам предстоит переосмыслить и начать посмотреть на проблемы, чтобы соответствовать вызовам времени и ожиданиям людей, которые нас поддержали на выборах разных уровней. Считаю, что мандат доверия наших жителей, который мы получили в ходе выборов представительного органа власти, это одновременно и запрос на содержательные изменения в экономике, социальной сфере и качестве жизни. Предстоит совместная работа с депутатами Государственной Думы, Совета Федерации и Государственного собрания Илтумен Республики Саха. Постоянная комиссия по городскому хозяйству и экологии Якутской городской думы провела выездное заседание на производственной базе муниципального предприятия АО «Якутдорстрой». Якутдорстрой – это одно из ключевых предприятий в нашем городе. Занимается она содержанием, строительством дорог, озеленением, то есть всеми теми вещами, которыми каждый житель нашего города сталкивается каждый день. Сейчас у него порядка 100 единиц техники, ежедневно у нас на линию выходит порядка 70 единиц техники. И каждый житель, наверное, видит каждый день КАМАЗ Якутдорстроя, который подметает, убирает, либо откачивает воду с территории нашего города. Предприятие достаточно стабильное в финансовом плане, то есть за прошлый год они получили порядка 700 миллионов рублей, заработали. На заседании комиссии были рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2020 год, планы на 2021. У предприятия две основные проблемы. По выполнению плана необходимо восстановить финансирование, предусмотренное на 2021 год в размере 34 миллионов рублей, которые были направлены на возмещение понесенных затрат по содержанию дорог, площадей, тротуаров на четвертый квартал 2020 года. Также требуется дополнительное финансирование по итогам 2021 года на сумму 45 миллионов рублей. Якутдорстрой поставил один из постановочных вопросов – это уменьшение кассового разрыва, потому что работы выполняются, допустим, сегодня, да, надо откачать или убрать какой-то объект, почистить где-то, но финансы всегда приходят с запозданием, ориентировочно где-то от месяца до 3 месяцев. То есть этот кассовый разрыв всегда мешает предприятию для развития его в целом. Да. Мы, в принципе, этот вопрос поставим перед Евгением Николаевичем Григорьевым, нынешним мэром города Якутска, чтобы этот вопрос надо будет решать совместно с нашей комиссией и, в принципе, с Якутской городской думы. Финансы, в принципе, в городе есть, бюджет у нас увеличивается ежегодно, то есть на отрасль ЖКХ мы планируем в следующем году все-таки надо будет увеличивать и периодичность уборки дорог, и площадь уборки дорог, потому что у нас, как вы знаете, дороги по федеральной программе качества автомобильной дороги увеличиваются каждый год. За последние 2 года количество дорог увеличивается практически в 2 раза. И с каждым годом их все будет больше и больше. Сравнивая 2012 год и 2021 год, да, то за последние 9 лет люди требуют больше. Да, они требуют больше отремонтированных дорог, требуют более качественной уборки улицы. Да, то мы сможем это обеспечить только теми предприятиями, которые находятся на территории города, которые давно работают. Постоянная комиссия по городскому хозяйству и экологии Якутской городской думы затронула вопросы озеленения города Якутска. Главным трудовым подрядчиком рассматривается АО «Якутдорстрой». В этом году также Якутдорстрой будет этим заниматься. Он имеет специально в своей парке техники специальные приспособления. Это у нас, допустим, дерна, снимальщик,
тот механизм, который снимает дерн на полях и привозит в городе и укладывает их на газоны. Целиком уже траву будет укладывать. Это буквально за один сезон можно сделать очень хороший качественный газон. Есть установки по выкорчевыванию больших деревьев крупномеров, да, допустим, которые можно в городе уже создать готовые. Есть механизмы, которые как бы им для выкапывания мелких посадочных материалов. Плюс озеленение, плюс миллион цветов надо, я так считаю, акцию возрождать и озеленять город по полной программе. АО «Якутдарстрой» является исполнителем по обслуживанию городского канала. Глава Якутии Айсен Николаев, еще будучи мэром города Якутска, поставил задачу восстановить проточность городского канала по 2 водным кольцам города. АО «Якутдарстрой» восстановил проточность городского канала и продолжает эту работу. Занимаясь водоотведением в районе взлетной полосы аэропорта Якутск, удалось очистить многолетние озера и начать работу по увеличению полезной площади аэропорта. Недавнее половодье подразделения «Якутдарстрой» контролировали распределение водного потока по городскому каналу. Благодаря этому озера Якутска наполняются, обновляются, становятся чище. Существует много вопросов по увеличению проточности и санитарной очистки городского канала. Поэтому Якутдарстрой возлагает большие надежды на федеральный проект «Безопасные дороги», при котором пройдет реконструкция гидротехнических сооружений в районе первой дамбы местности Хатын-Юрях, а также улиц Крыжановского и Очиченко. Якутдарстрой принял участие в этой федеральной программе. Потому что в этом году Якутдарстрой впервые в своей практике взял капитальный ремонт дорог. Это у нас улица Свердлова, улица Советская в Мархе. Также он взял улицу, часть Халтурина на ремонтно-гарантийные ремонтные работы. Так что предприятие развивается. В этом году впервые купили технику специально для асфальта. Это у нас и асфальтовый укладчик, и катки, и фреза. То есть в планах у них стоит покупка асфальтобетонного завода. Депутаты Якутской гордумы понимают, при стремительном развитии города Якутска надо учитывать проблемы благоустройства столицы Якутии. Строятся новые микрорайоны, увеличивается дорожная сеть. Все это требует постоянного и системного содержания каждый день. Поэтому надо поддерживать предприятия городского хозяйства, отвечающие за жизнедеятельность города. Депутаты Якутской городской думы и глава городского округа город Якутск совершили объезд летних лагерей города Якутска. Учитывая ситуацию с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, работа детских загородных стационарных оздоровительных лагерей Якутска планируется при условии закрытого режима с наполняемостью не более 75%. Теперь летние лагеря находятся в ведении образовательных учреждений города Якутска. Всего 7 лагерей городского округа и 5 ведомственные республиканского подчинения находятся на территории города. Планируют охватить в июне летним отдыхом 1020 детей. Сейчас идет подготовка к летнему отдыху территории летних лагерей силами преподавательских коллективов. Я думаю, что сегодня мы четко поняли, что летний отдых в наших загородных лагерях будет. И это уже здорово. Сегодня действительно все образовательные учреждения, которые имеют наши лагеря загородные, они очень уже в активной фазе, уже на низком старте. Они занимаются серьезной подготовкой к летнему отдыху, уже разрабатывают программы, придумывают что-то интересное. Поэтому у нас, скажем, очень такое оптимистичное настроение по летнему отдыху. И самое главное, что он будет. Мы очень рады, что в этом году будет вот этот кэшбэк 50%. Из федеральных средств будут родители получать возмещение стоимости путевки, только надо оплачивать. Карта и мир — это тоже вот очень важно. И я думаю, что мы не будем испытывать трудности в наборе детей. Многие летние лагеря не проходили реконструкцию с советских времен. Тем не менее, лагеря приводятся в порядок. В некоторых лагерях появились бассейны и спортивные площадки. Глава городского округа обратил на это внимание. Могу констатировать факт того, что многие из этих зданий и лагерей держатся на энтузиазме и высокой личной преданности делу директоров, а также учителей школ, которым они, и детских садов, которыми прикреплены эти заведения. Могу также сказать то, что убедился сам, в каком состоянии находится сегодня
объекты, которые построены на этих зданиях. И могу сказать одно, что требуется комплексная программа по обновлению этой инфраструктуры социальной. Да, здесь у нас проблемы касаемо не только ветхости и этих зданий, но и отсутствия тех коммуникаций, которые необходимы и являются нормальными в 21 веке. Якутская городская дума уже много лет ставит вопрос о комплексной программе реконструкции и принятию новых форм финансирования детских летних лагерей отдыха города Якутска. Ну, что касается вообще летнего отдыха, эти вопросы на комиссии по социальной политике рассматриваются постоянно. Во-первых, ход подготовки к летнему отдыху и итоги осенью мы рассматриваем. И осенью 2019 года мы приняли такое решение, давали рекомендацию в адрес окружной администрации, именно разработать комплексную программу развития лагерей. Мы понимаем, что за счет местного бюджета наши лагеря поднять невозможно, но надо привлекать средства республиканские и федеральные. Наши коллеги по доп. Образованию как-то в каком-то году ездили в Казань, в Татарстан, привезли очень хороший опыт. Эти казанские лагеря, эти загородные, они привлекают очень хорошие федеральные гранты. В них надо участвовать, их надо представлять, презентировать. Об этом речь, чтобы, как говорится, с миру по нитке привлекать средства, в том числе, в первую очередь, финансы для того, чтобы материально-техническую базу поднять на соответствующий уровень. Но к сожалению, прошлый пандемийный год, он нам карты все сломал, и этот вопрос по разработки комплексной программы развития наших загородных лагерей, он повис в воздухе, к сожалению. Но сейчас мы очень, очень рады, что глава обратил внимание на состояние загородных лагерей. Сегодня поездка состоялась, первая поездка, будет и вторая. И я думаю, по итогам все-таки мы главе тоже обратимся, чтобы он дал поручение, чтобы такой комиссионно разработали такую программу. Потому что есть некий дисбаланс. Допустим, есть республиканский лагерь «Сосновый Бор». Его финансирование в разы больше, чем любого из наших муниципальных лагерей. Понимаете, да? Но дети-то везде одинаковые. Мы же не должны детей делить на муниципальных, на республиканских. Это все дети, все наши дети. Но тем не менее, финансирование там в разы больше, нежели чем здесь. Мы считаем это несправедливостью. И у нас, конечно, есть мечта иметь муниципальный круглогодичный лагерь. Да. Хотя бы один. И это было бы, конечно, здорово. И почему-то мне кажется, что это очень реальная мечта, и она должна обязательно осуществиться. Якутская городская дума будет добиваться улучшения организации детского отдыха в летних оздоровительных лагерях городского округа город Якутск.